Атышулы Қуандық Бишімбаевтың сот аяқталды. Салтанат Нүкенованы өлтірді деп айыпталған экс-министр 24 жылға сотталды. Окончательно назначить Бишімбаеву 24 года лишения свободы. Екінші айыпталушы Бақытжан Байжанов 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Байжанова Бахытжана Амирхановича признать виновным в совершении уголовного правонарушения и назначить ему наказание 4 года лишения свободы. Байжанов сот үкіміне наразы ма? За что? Да, 4 года невинного человека. Қуандық Бишімбаевқа тағайындалған жазаға қатысты Салтанаттың ағасы не дейді? Через 24 года ему уже будет 68 лет, это практически есть пожизненное. Бишімбаевтың адвокаттары неге ашулы? Согласны с решением? Нет. А вы как же? Конечно. Толық нұсқасын дәл қазір Стан KZ YouTube арнасынан көріңіз. Армысыз көрермен, санаулы минут бұрын бүкіл әлем көз тіккен атышулы Қуандық Бишімбаевтың соты аяқталды. Сонымен, марқұм Салтанат Нүкенованы өлтірді деп айыпталған басты айыпталушы Қуандық Бишімбаев 24 жылға сотталды. Ал енді көпшілік көптен күткен сәт. Мұқият тыңдайық. Судья Айжан Көлбаеваны тыңдап көрейік. Так, в зале прошу сохранять спокойствие и тишину. Двери закрыли? Приговор именем Республики Казахстан. 13 мая 2024 год. Город Астана. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны в составе председательствующей судьи Кульбаевой с участием коллегии присяжных заседателей, секретаря судебного заседания Асеновой, с участием государственных обвинителей, старшего помощника прокурора города Астаны Аймагановой, прокурора управления прокуратуры города Астаны Нурбекова, потерпевшего Амангильды, представителей потерпевшего Умаровой, адвокатов Уразбахова, Ишмаметова, Вранчева, подсудимых Бишімбаева, Байжанова, защитников, адвокатов Кусаиновой, Рамазановой, Газымжанова, Интыкбаева, Сикерова, защитников Нурлыбековой, Кульдеевой, переводчика Мурсалим, судебного пристава Ибраева рассмотрел в открытом судебном заседании с применением аудио-видеофиксации уголовное дело, по которому Бишімбаев Қуандық Валиханович 11 апреля 1980 года рождения, уроженец Кызылординской области, проживающий в городе Астане, проспект Туран, дом 5/6, квартира 7, имеющий высшее образование, не состоящий в браке, работавший советником председателя ТО «Сапа Логистик», содержащийся под стражей с 9 ноября 2023 года. Ранее судим приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от 14 марта 2018 года по части 4 статьи 366, части 3 статьи 28, пункта 2 части 4 статьи 189 по части 3 статьи 58 Уголовного кодекса к 10 годам лишения свободы. Указом президента Республики Казахстан о помиловании осужденных от 13 февраля 2019 года помилован. Срок наказания сокращен с 10 лет лишения свободы до 4 лет лишения свободы. Постановлением Абайского районного суда города Шымкент от 25 сентября 2019 года освобожден условно-досрочно на оставшийся неотбытый срок 1 год, 3 месяца, 13 дней. Предан суду по обвинению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 110, пунктом 5 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Руководствуясь статьями 387, 390, 393, 395, 398, 400, 401, 655, 658, 661 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан суд приговорил Бишімбаева Қуандыка Валихановича признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 110, пунктом 5 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса и назначить ему наказание. По пункту 1 части 2 статьи 110 Уголовного кодекса 7 лет лишения свободы. По пункту 5 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса 20 лет лишения свободы. В соответствии с частью 4 статьи 58 Уголовного кодекса по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить Бишімбаеву 24 года лишения свободы. Признать в действиях Бишімбаева согласно пункта 2 части 2 статьи 14 Уголовного кодекса опасной
рецидив преступления. Отбывание лишения свободы Бишимбаеву назначить в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Время содержания под стражей Бишимбаева с 9 ноября 2023 года до вступления приговора в законную силу засчитать срок наказания в виде лишения свободы из расчета 1 день за 1 день. Я, әйелі Салтанат Нүкенованы қинады және өлтірді деп айыпталған Қуандық Бишімбаев осылайша кінәлі деп танылып 24 жылға сотталды. Алқабилер дәл осы атышулы істегі екінші айыпталушы Бақытжан Байжановты ағасы Қуандық Бишімбаевтың қылмысын жасырғаны үшін кінәлі деп тапты. Сот Байжановқа қатысты 4 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Байжанов Бахтжан Амирханович 8 августа 1990 года рождения, уроженец Южно-Казахстанской области, проживающий в городе Астане, улица Анет Баба, дом 11, квартира 21, имеющий высшее образование, состоящий в браке, работавший директором ТО «Изи Парк», содержащийся под стражей с 11 ноября 2023 года, ранее не судим, предан суду по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотрено статьей 432 Уголовного кодекса. Байжанова Бахтжана Амирхановича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 432 Уголовного кодекса, и назначить ему наказание 4 года лишения свободы. Отбывание лишения свободы Байжанова назначить в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Время содержания под стражей Байжанова с 11 ноября 2023 года до вступления приговора в законную силу засчитать срок наказания в виде лишения свободы из расчета 1 день за 1,5 дня. Меру пресечения в отношении Бишимбаева, Байжанова в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу оставить прежний. Срок отбывания наказания исчисляется со дня вступления приговора в законную силу. Взыскать с Бишимбаева в доход государства процессуальные издержки за производство судебных экспертиз в сумме 2 306 382 тенге. С Байжанова в сумме 3 324 тенге. Взыскать с Бишимбаева фонд компенсации потерпевшим принудительный платеж в размере 30-месячных расчетных показателей в сумме 103 500 тенге. С Байжанова в размере 20-месячных расчетных показателей в сумме 69 тысяч тенге. Аресты, наложенные постановлением Следственного суда от 21 ноября 2023 года на имущество Бишимбаева в виде земельного участка по адресу город Алматы, Наурузбайский район, МКР Каргалы, улица Рауан 19/11, недвижимое имущество по адресу Алматы, Бустандыкский район, улица Аль-Фараби, дом 53, квартира 7, недвижимое имущество по адресу город Алматы, Медеевский район, улица Назарбаева, дом 36, квартира 44, недвижимое имущество по адресу город Алматы, Наурузбайский район, МКР Каргалы, улица Рауан, дом 19/11, отменить. Вещественные доказательства: автомашина марки Land Cruiser 200 белого цвета, госномер 686, находящуюся на коммунальной стоянке ДП города Астаны, возвратить по принадлежности осужденному Бишимбаеву или его близким родственникам. Сонымен, Қуандық Бишімбаев жазасын қатаң режимдегі мекемеде өтейтін болады. Ал Бақытжан Байжанов жазасын орта режимдегі колонияда өтейді. Сот соңында судья барлық тарапқа соңғы сауалын қойды. Олардың ішінде тек Бақытжан Байжанов қана үкіммен келіспейтінін ашық айтты. Так, осужденный Бишимбаев, у вас имеются вопросы по приговору суда? Нет, не имеется. Осужденный Байжанов, у вас имеются вопросы по приговору суда? Да, имеется, да. Прошу? Да. Ну и честно, вот за что вот, да, 4 года мне? Вердиктом суда с участием присяжных заседателей, с учетом голосования, было принято такое решение. Ну ладно. Вы, как только получите копию приговора, в течение 15 суток имеете право его обжаловать. Хорошо. Ну, невинного человека там. Так, потерпевший Амангельда, у вас есть вопросы по приговору? Нет, уважаемый суд. Сторона обвинения, вам все понятно? Да. Представители потерпевшего, все понятно? Да. Защитникам все понятно? Да. Судебное заседание объявляется закрытым. Салтанат Нүкенованың ағасы Айтбек Амангелді, яғни жәбірленуші, сот залынан шыққаннан кейін Қуандық Бишімбаевқа тағайындалған жаза туралы ойын айтты. Который мы ожидали этот срок. В принципе, Бұл біз шамамен болжаған мерзім болды. Ол түрмеден шыққан кезде 68 жаста болады. Бұл өмір бойына сотталумен тең. Түрмедегі жағдай ескерсек, оның бұл жасқа дейін өмір сүретіні екі талай, дейді Айтбек Амангелді. Бишімбаевтың адвокаттары неге ашулы?
Тихо, осторожно. Раз, Не скажите, вы падайте. согласны с решением? Нет. А вы так жалко. Конечно. Я прям сама переживаю. Құрметті көрермен, жаһан жұртшылығы көз тіккен атышулы Бишімбаев ісі осымен аяқталды. Сондай-ақ айта кетерлік тағы бір маңызды ақпарат. Ертең емес бүрсі күні, яғни 15 мамыр Салтанат Нүкенованың туған күні. Марқұмның көзі тірі болғанда 32 жасқа толар еді. Амал қанша? Аман сау болыңыздар.